1 января 2019 года начали действовать новые Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, а также Уголовно-процессуальный кодекс. По новому УПК внедряется Единый реестр преступлений и проступков – ЕРПП. Информация, поступившая на телефон милиции 102, скорой помощи 103, горячей линии 112, от МЧС и СМИ в виде рапорта должностного лица или заявления от граждан регистрируется в электронном журнале учета информации и выдается талон уведомления с уникальным номером. Затем факт совершения преступления или проступка в течение 24 часов регистрируется в едином реестре. После регистрации в ЕРПП начинается досудебное производство. Все осуществленные следственные действия регистрируются в реестре преступлений и проступков. Когда преступление или проступок будут в полной мере расследованы, то дело направляется в суд, и информация об этом заносится в ЕРПП. Дальнейшее совершенствование системы ЕРПП позволит включить в нее следующий элемент – судебный, где будет отражаться информация по рассмотрению дела судом и решение, принятое им по делу. Далее решение суда будет передано в уголовно-исполнительную систему для его исполнения, и это тоже будет фиксироваться в ЕРПП. Таким образом, все движение уголовного дела можно проследить в едином реестре преступлений и проступков. Заявитель будет видеть, какой следователь ведет это дело, какой судья рассматривает его, какое решение было вынесено и как оно исполнено. И весь этот процесс в ЕРПП будет находиться под надзором органа прокуратуры. Электронная система Единого реестра преступлений и проступков будет охватывать Генеральную прокуратуру, Государственный комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел, Государственную службу исполнения наказаний, суды и судебный департамент, Государственный комитет по борьбе с экономическими преступлениями. ЕРПП позволит контролировать сроки следствия и сроки рассмотрения дела в суде, соблюдать права человека в процессе уголовного судопроизводства, снизить уровень коррупции и злоупотреблений, а также сформировать единую уголовно-правовую статистику и определить на ее основе эффективности борьбы с преступностью и государственную политику в этой сфере.